Ассаламу алейкум, дорогие подписчики. У меня недавно была встреча с моей знакомой, она христианка православная. Ну, я с ней дружу уже больше 5 лет. Всегда у нас эта дискуссия идет о вера, ислам и христианство. Когда идет вопрос о этой троице, я задаю, она нет, отвечает. Вот, потом недавно речь шла о это Иисуса. Я ей говорю, Иисуса мы верим как пророк, любим его как пророк. А она говорит, нет, мы это верим его, это как сын. Я ей говорю, у нас в Коране это сура Ихлас, это в 30 час сообщит, что Аллах не был рожден, у него нет детей. Он един, говорю. Аллах это един, говорю, мы верим в его. А она говорит, нет, а мы это считаем так. Потом я задала вопрос, я говорю, откуда появился вас троица? Она говорит, ну не знаю. Мы так это верим. Потом я ей еще привела этот аят из сура Корова, говорю, вот последний аят тоже сообщит о том, что мы не делим между никакие пророк, посланники, мы верим все посланники, пророки, в том числе в Коране 25 это пророков, их имен в Коране поменяется. А она говорит, у нас 60. Она поворачивалась, смотрела на другую сторону, говорит, у нас 60. Я говорю, 60 что, у вас 60 это пророков в вашей Библии есть, что ли, поменяется? Она говорит, нет, у нас 60 завет. Я говорю, о, говорю, 60 завет у вас? А она говорит, а у вас сколько это книг? Я говорю, у нас одна книга, Коран. У нас нету 60 или 50, одна книга, только Коран, говорю. Она говорит, у нас очень много их. Я ей говорю, значит, каждый у вас это появляется на свете, это вот ваши ученые, эти христиане, они как свои книги, как они пишут, что ли, говорю. Если у вас одно течение имеет 60 книг, она говорит, не знаю, у нас 60, вот это православные, которые я верю, говорит, это 60 книг. Я говорю, о, ужас какой, говорю, так много книг, говорю, у нас одна книга. Она говорит, как, одна книга, что ли? Я говорю, да. Одна книга всем, это мусульмане, это мир это верит. Я говорю, да, одна книга, Коран, все мы верим под это Коран, говорю, это Коран, говорю, наша конституция, мы, это наш пророк, Мусалам, это книга был прислан это к нему, и с того, что был прислан, никто эту книгу не поменял. Перевод, да, на разные языки, все, кто это, какой народ хотел или хочет, это переводится. Толкование тоже есть, но чтобы поменять слово в Коране, никто это не поменял, поменять не может, потому что в Коране тоже сообщит, что мы его прислали, и мы его храним. Никто этого слова Аллаха, это Аллах Субхану Тааля, который прислал через наш пророк, никто не может ее поменять. Она говорит, да, понятно. Потом я говорю, подожди, еще это объясняю кое-что. Она говорит, нет, я ухожу. Когда у нас идет что-то о Коране, она сразу уходит. А когда она рассказывает про христианство, я внимательно слушаю. А вот это истину я спрашиваю у нее, она не может ответить. Если у вас кто-то это смотрит мое видео, да, христианин или христианка, отвечайте на мой вопрос, пожалуйста, в комментарии, откуда у вас появился эта троица, вот эта троица, да? Вы говорите, что вот троица это Сын Святого, во имя Бога говорите, да? Сын Святого Духа. Вот эта троица откуда у вас появился? Потому что в Коране про троицу нету, потому что Иисус, это алейхиссалам, он был это единобожие, он поклонялся Аллаха, он был мусульманин, он не был это поклоняющий как это, икона, которой поклоняется сейчас это христианин, да? Он не был поклоняющий. Откуда вот взяли вот этот христианин, что вот эта троица, вот это поклоняет эта икона? Тоже отвечать на вопрос, что откуда появилась у вас эта троица. Вот это вопрос я хочу ответ получить в комментарии, кто из христиан смотрит мое видео. И вот икона, впервые откуда появилась у вас икона появилась? Это история икона, кто-нибудь знает, впервые появилась икона, потому что Иисус, алейхиссалам, он был мусульманином, он был единобожий. Его мама тоже, Марьям, тоже была мусульманка. На ее имя еще есть сура в Коране, полная одна сура, это Марьям. Мария, которую вы называете. И она тоже была мусульманка. Он тоже был мусульман. Оба они поклонялись Аллах един. А вы вот это сделаете, противоречит это поклонение это Иисуса и поклонение его мамы. Поэтому отвечайте на мои вопросы, пожалуйста. Не забывайте ставить лайк, подписаться и поделиться. Благодарю за внимание.